шкале. Центр рассчитан на детей с аутизмом дошкольного и младшего школьного возраста. Одной из задач является работа с родителями. А с детьми плотно работают логопед, дефектолог, психолог и другие педагоги. По социализации учим детей контактировать друг с другом, учим бытовым навыкам, каким-то там ходить в магазин, посещать какие-то общественные места. Центром ведется постоянная работа по соисканию грантов и спонсоров. Так, в прошлом месяце по гранту Фонда будущих поколений воспитанники центра вместе с родителями смогли вылететь в Сочи на оздоровительный отдых. Дочка увидела такое, чего в жизни никогда не видела. Она никогда не выезжала, кроме Якутска и Нерюнгри. Вот, первый раз увидела море, волны. Мне из поездки запомнились парки тут. Сочи парк и парк, Ривьера, море впечатлений и красоты тут от города. Мы увидели, какими могут быть наши дети, организованными, дружными. Социализация происходит не только на занятии, но и в таких обычных ситуациях, когда вот просто ребенок живет как обычные люди. Также в этом году центр выиграл грант на аренду помещения «Вырастайка», которое, в свою очередь, состоит из 4 групп. В основном это дети-дошкольники. Значит, их подбираем мы и по характеру, и по темпераменту, и по знаниям, и по возрастам. Есть вербальные дети, есть невербальные. То есть мы стараемся вот подбирать вот эти группы. И, конечно, у нас же в планах еще сделать группы школьного, среднего школьного возраста. И у нас еще существует в этой же студии «Вырастайка», но там, значит, занимаются старшие дети по социализации. Они осуществляют там тоже и арт-терапия, кулинария. Ну, то есть дети учатся жить самостоятельно в будущем, да. А сегодня у центра «Особый ребенок» стоит главная задача – открытие социальной деревни для поддерживаемого проживания и работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Создать центр трудовой и социальной деятельности людей с аутизмом и другими заболеваниями, на территории которого они могли бы жить постоянно или временно. Для тех, кому уже детям, которым исполняется 18 лет, они заканчивают школу, и им практически некуда идти. А вот эти занятия, да, они вот детей обучают, чтобы они потом самостоятельно могли проживать, и зарабатывать, и трудиться. Они и цветы садят, и красят, и там облагораживают территорию. То есть они все умеют у нас. Чтобы реализовать все проекты в жизнь, необходима любая помощь со стороны населения. Также центр приглашает волонтеров для работы с детьми. Подробную информацию и контакты вы можете найти на сайте центра.